Господин президент, хочу к вам обратиться как гаранту Конституции. Вы сказали, что в своем послании, что новый Казахстан – это в первую очередь справедливый Казахстан. Я вас прошу справедливости в отношении меня и всех тех, кого задержали в январские события, так как следствие идет однобоко, в обвинительном уклоне. Меня обвиняют, обливают грязью, уже даже без решения суда уже называют виновным, что я совершил, сделал, что якобы я задерживал невинных людей. Господин президент, прошу вас на контроль, возьмите это дело и посмотрите, то, что в эти трудные дни для нашей страны и народа я был на страже закона, защищал народ, защищал страну, пытался, весь мой умысел был направлен для того, чтобы был мирный диалог между государством и народом, то, чтобы не пролилась невинная кровь сотрудников правоохранительных органов, а также мирных граждан. Я пытался объединить всех протестующих, чтобы дальше продолжить мирные митинги, остановить провокаторов, которые провоцировали для нападения аэропорта, ДВД, административных зданий. Также те, кто был со мной, и я пытались остановить мародеров, грабителей, насильников, женщин, малолетних детей. Эти все факты были записаны на видео, на телефон, и это все есть. А сейчас на всю страну меня обливают грязью, якобы я, что задерживал невинных граждан. У любого преступления, господин президент, есть мотивы. В чем тогда мой мотив был? Задержать вообще мне незнакомых людей и передавать в правоохранительные органы. Прошу вас разобраться, так как январские события это для нашей страны очень важный исторический момент. Прошу вас оправдать, если вы дали амнистию, то дать амнистию для всех участников январских событий, которые вышли только ради мирного митинга и для улучшения реальных реформ, а также амнистию для сотрудников, которые реально хотели защищать, потому что в то тяжелое время был информационный вакуум. Говорили, что зашли террористы, говорили, что зашли оккупанты, были разные информации, из-за этого никто ничего не знал. Также в эти тяжелые дни я защищал 12-ю больницу, Совмин, защищал простой народ, торговые центры, так как я считал это своим долгом, как патриот Республики Казахстан. Я не пиарюсь, господин президент, я говорю так, как оно есть. Вы можете проверить каждое мое слово, что соответствует истине. Аллах мне свидетель, я клянусь Аллахом, то, что все, что я делаю только ради своего народа, ради страны и ради своего государства. Прошу вас разобраться в справедливости, так как вы глава государства, Аллах даровал вам власть. Надеюсь, что вы будете на стороне справедливости нового Казахстана, новой республики, так как республика – это единство народа с государством, которое действует только в интересах своего народа и своей страны. Прошу вас с глубоким уважением, Жумагильдиев Арман, так как у меня больше нет надежды ни на кого. То, что я понимаю, даже со всеми следователями, с которыми я разговариваю, они все говорят: нам сказали сверху, мы понимаем, что ты невиновен. Прошу вас, выше вас уже воля Аллаха, только Аллах. Надеюсь, что вы отнесетесь серьезно и справедливо и с милосердием. Адамның энергиясы көп емес. Біз мына жақта мен шок көтеріп келе жатқан жақта телефонмен қарай алмаймыз, өйткені шок көтергенде қиналып келе жатамыз. Үнемі өсек айтатын адам болады өзі. Бар, бәріміздің айналамыз. Өсек айта береді. Сол адамға бір адамды мақта бастасаң, ол қойшай деп бәрі өсегіне кетіп тұрады. Яғни ол бүкіл энергиясын, бүкіл өмірін, бүкіл өзінің талантын сол өсекке арнап қойған адамда мен энергиямды, бір күндік энергиямды азаннан кешке дейін жұмыс жасауыма, тамақ істеуіме, бала шағамды еркелетуіме жұмса бәріне жеткізу керекпін. Күнінде 20 секундты ұрыс керіс, 20 сағаттық энергияңызды алып қойып. Ассалаумағалейкум, қазақ елім, қазақ жерім. Бұл бейбітшілік митинг деп шықтық Аллахтың қалауымен. Бұл бейбітшілік митинг емес, бұл провокация. Таза бәрі арақшы болып, наркотиктің астына шығып, айқайлап, сол ма бейбітшілік митингте ДВК-ның артынан жүріп, Мұхтар Әблязов деген малдың артынан жүріп, қанша қан төгіліп жатыр, қанша қазақ өліп жатыр. Талаптарын айта алмай жатсыңдар. Қой, тыныштыққа келейік, қанша қазақтың балдары өліп жатыр. Не болып жатыр сонда?
сол полиция болсын, военный болсын, бәрі қазақтар, қазақ еліміз, егемендігімізді сақтайық, тәуелсіздігімізді сақтайық. Ол жерде былай кеп бейбітшілік митингке шықпаған адамдар, провокаторлар, бұл қазақтың жаулары. Міне мен келдім, қазақ елім, жерім үшін деп, өлімге дайын болып келдім. Не істедіңдер нахуй? Мен қанмен ағып жатырмын. Мен бұл қанға қарамаймын. Барам, айтам, қазақ десе өмірімді, жанымды беруге дайын. Бірақтан бұндай митингке емес, бұндай провокацияға емес, бұндай қан төгіске емес. Бейбітшілік митинг қылып, талаптарымызды айтып, билікпен сөйлесіп, қанша адам өліп жатыр. Не үшін, кім үшін? Осы провокатор. Біліңдер, сендер жаусыңдар, қазақтың жауысыңдар. Аузу биллахи минаш шайтани ражим. Қанша не беріп жатсыңдар? Қазір тәуелсіздігімізден айырылып зарар шегеміз. Осы ма? Шынымен мен қазақ елім, жерім деп келдім. Осындай провокаторды тоқтатайық. Аяқ қолдарын сындырайық. Бейбітшілік митинг болсын. Талаптарымызды айтайық. Олай болмаса қазақ елім, жерім болмаймыз. Қазақ деп қанмен ақтырмыз, бір-бірімізді ұрлатырмыз. Осы ма митинг? Болмайтын мал облязып отыр, ол Франциядан білген боғын істеп жатыр. Қойындар қазағым, елім, жерім бірігіп, бір боп, бейбітшілікке шақырайық бір-бірімізді, тәуелсіздікке шақырайық бір-бірімізді. Билікпен бір консенсус табайық, сөйлесейік, талаптарымызды айтып, дұрыс шешімге келейік. Қанмен емес. Қазақ елім, жерім ояныңдар. Оянған кезде бұлай емес, бейбітшілікпен келіңдер. Тәуелсіздігімізден айырыламыз. 100 жылдап құл болып, мал болып жүрдік. Тағы да 100 жыл құл, мал боламыз. Қою керек. Басымыз бірігіп, бір болмасақ, бүкіл істеген ісіміз бекер болады. Рахматуллахи баракату. Я вижу там некоторые шакалы, твари, блядь, трусы, нахуй, которые говорят, что типа им на меня напали, что меня там побили. Я вышел на площадь один к своему народу, без оружия, потому что я гражданин Казахстана, патриот своей республики. Я не боюсь свой народ, и народ меня не боится. Просто такие провокаторы, шакалы, черти, нахуй, у которых духу не хватает прийти к мне в лицо, как шакалы, вот только, видите, сзади кинули. Спереди у меня все чисто, потому что у них духу нет, они твари, потешечники. Отправляют молодых людей на смерть, а сами сзади остаются. Я мужчина, по милости Аллаха, я боюсь только Аллаха. Я никогда ни от кого не прятался и не прячусь. Я из-за этого и вышел к своему народу. Я мог там умереть, я готов умереть. За ценность, за нашу независимость, за нашу страну, за нашу республику. Но в первую очередь ради удовольствия Аллаха. Но не ради этого беспредела. Вот эти твари такие, сука, как Облязов или там другие, блядь, которые это все спровоцировали, а теперь сидят, им все равно, они во Франции сидят, трусы нахуй, только, блядь, по телевидению выступают, всех, блядь, как скот видит, что все умирали. А я здесь, я рядом со своим народом. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Бауырларым, қандастарым, осы қиын заманда қазір продуктымен кішкене қиыншылық болып жатыр. Жетпей жатыр адамдарға. Имейте в виду, что наша штаб-квартира это гостиница Казахстан. Только прошу именно нуждающих, многодетных женщин, детей, которые что приходили, можете забрать. Если на каждой продукте там мука, макароны, рис первой необходимости мы собрали на 2000 человек. Приезжайте, кто именно сильно нуждается, остро нуждается в этих продуктах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, городские больницы тоже наши пацаны взяли под охрану. Все те, кто неравнодушен в Алмате, все те, кто хотят помочь, боритесь с мародерством, боритесь за свое имущество, боритесь за свой город, за свою страну. Потому что есть люди, которые приехали сюда специально, чтобы забирать и грабить и разграбить нашу страну и наш город, пользуясь так называемым мирным митингом. Не ведитесь на провокации этого тваря конченого, Облязова, ДВКшника, тварь конченая, который был и причиной этой всей всей то, что пролилась кровь. Люди вышли на мирные митинги, которые хотели реформы, а эта тварь воспользуется этим. Многих здесь молодых людей, которые задержали, у многих наркотики нашли.
мифедрон, травмадолы, все невменяемые, 17-18 лет пацаны, не ведитесь на эти провокации, мой народ. Наоборот, давайте сейчас объединимся, сохраним наш город. Давайте будем бороться с мародерами, помогать друг другу в это тяжелое время, продуктами, питаниями, защищать больницы, торговые центры. Давайте будем все вместе, будем поддерживать правопорядок в нашей стране, пока не урегулируется порядок. Всем ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Штаб-квартира гостиница «Казахстан». Имейте в виду, мы здесь. Надо затащить не там уже, потому что в толпе они не дадут, их надо вытащить с этой толпы, вытащить, переломать этих тварей, сказать, кто им за этот заказ сделал, кто им этот приказ дал, почему откуда? Это не просто так, понимаешь? Я согласен, собрались на площадь народ, свое влияние, это право нашего народа, каждого, скрешили, сказали, нам не нравится то. Сказали, мирно сидим, ждем. Пришел кто-нибудь, Аким области, или кто пришел, сказал, мы скажем, мы не уйдем с площади, пока вы не выполните вот это. Это правильно. А здесь что делают? Они понимают, что это ситуация. Они хотят усугубить, чтобы люди умерли, здесь умерли, чтобы хаос был, беспредел был. А если этот хаос, беспредел, кровь начнется, здесь им похуй на нашу независимость, им все равно на Казахстан. Здесь большая политика. Здесь Россия, Китай, здесь Европа, Америка. Мы никто. Они эти выполняют приказы американцев, европейцев, чтобы здесь был хаос, чтобы с Россией, здесь Россия придет свои интересы оставить. А пострадает кто? Мы. Народ. Мы, прикинь, наши деды 100 лет были в рабстве. 100 лет. 100 лет мы были в рабстве. Вот только, блядь, взяли независимость 30 лет. Сейчас мы по своей тупости, блядь, обратно в рабство уйдем. Ахи, но нельзя забывать, что те, кто вышел, начиная с западного Казахстана, это люди на самом деле обедневшие. Нет. Но просто ими воспользуются. Я это не забываю, я тебе к чему говорю. То, что это да, ну провокация, понимаешь? Согласен, поэтому... Они воспользуются. Почему, знаешь? Потому что лидера нет. Нет, они с одного голоса нету. Нет, согласен, давайте тогда так. Надо либо туда ехать разговаривать, потому что они на полпути в аэропорт. Нет, послушай, туда ехать, разговаривать, мы сейчас у себя разобраться не можем. Сейчас мы должны понять друг друга, чтобы что-то делать. Если мы сейчас здесь друг другу не можем объяснить нашу ситуацию, куда ехать? Сейчас ехать, они начнут стрелять, мы начнем стрелять. Это четкий план. Все, вот из-за этого мы сейчас должны сесть и думать, а не говорить. Конкретно кто-то свои предложения пусть сядет. Сейчас сядем за этот стол, возьмем бумагу, конкретно распишем, что наши семьи, наши жены, моя жена, ребенок, все здесь. Мы казахстанцы, это наша земля, это наша родина. Мы не хотим, чтобы у нас дома кто-то горел, убивал, кровь проливала. Да, вышли на мирные митинги. Мы хотим договориться с государством, чтобы они выполнили требования народа мирным путем. Ни больше, ни меньше. Вот наши основные требования. Теперь давайте, у кого есть знакомые, братья, всех сюда собирайте. Когда у нас масса мало, нам нужно минимум 2, 3, 4 тысячи человек, чтобы эта масса зайти и в другую массу, чтобы не было. Потому что мы сейчас зайдем 100 человек, там 10 тысяч человек. Один скажет, блядь, они твари, они КМБшные, и, блядь, там, проправительственные, и все, как бараны побегут, потому что пьяные. Солшин, сейчас в первую очередь, родной, мы сядем, составим план, все, кто может, соберите людей побольше. Ты, насчет провокаторов, с тобой я отправлю своих пацанов. Провокаторов покажи, кто, мы их сюда вытащим. Согласен. Оттуда нахуй заберем. Понятно? Теперь давайте, пацаны, все, кто есть, созванивайтесь, на телефон падайте. Пока никто никуда не уйдет, в течение часа-двух, максимально много народу соберите, которые за что? За мирный Казахстан, за нашу независимость, которые истинные патриоты Казахстана, которые хотят сделать диалог с государством, и чтобы у нашей независимости осталось. Если хотим, мы можем создать народный совет. Ну, чтобы что-то было предложить государству. Сейчас президент говорит, давайте будем разговаривать. Что скажут? Шалкет, больше нихуя не говорят. Это же не требование. Это лозунг Аблязова, это Аблязов Гондон специально делает. Он не говорит, дайте народу улучшение жизни, спешите кредиты, спешите утилизационный сбор. Он говорит, нет, один лозунг, шалкет. Ну понятно же, что долбоебы, что это? Шалкет, это же, блядь, не улучшение народа. Сейчас нам в первую очередь надо те реформы сделать, которые нам нужны, нашему Казахстану, нашей земле, нашей родине.
Вот из-за этого, вот эти, которые обязаны предлагать реформы, родной, я тебе говорю, вчера даже он написал, якобы, что мои пацаны сжигают газели, мазели. Зачем? Это потому, что он делает. Когда человек виновен, он хочет свою вину на кого-то перевлечь. Вот почему он это так написал? Я лично за это не был в курсе. Я приехал, чтобы помирить и набор сделать. ДВКшные, я сейчас говорю, давай мирно соединимся, какую-то реформу сделаем, предложим. Они что говорят? Потому что они не хотят, чтобы все остановились, объединились и конкретно. Да, я согласен, если он придет, скажет, я с реформами. Он трус, он никогда сюда не поглядит. Он сам, сука, кто был? Он, блядь, столько денег набрал, съебался. Это что ли оппозиционер? Когда им удобно, оппозиция. Он наоборот с глубокой башни наплевал. Давайте, наверное, тогда на самом деле сейчас Давайте сядем. отзвонимся и Все, сделаем пацаны, что-то. давай. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Альхамдулилля. Достаточно мне Аллах, он прекрасный покровитель против всей несправедливости, то, что идет против меня. Иншаллах, Аллах рассудит. Истина только за Аллахом. Хочу обратиться во все международные организации в связи с беспределом в Казахстане, в связи с тем, что здесь я пытаюсь попирать все права человека, проходят закрытые суды, а не больше палачи, которые выполняют приказ администрации президента, который пытается скрыть правду от народа по январским событиям. Прошу по правам человека, Human Rights, ООН, Европарламент и все международные организации обратить внимание на беспредел, который происходит в Казахстане. Ассаляму алейкум рахматуллах. Хочу сказать всем тем, что обвинили в грязи, очередное злорадство, что я творю. Знайте, что трусость не продлит мне жизнь, а храбрость значит. Альхамдулилля. Казахского борца посадили, не сломать, но они не смогут забрать мой дух. Альхамдулилля, я буду сражаться до конца. Да, я ранен, да, меня посадили. Но я буду сражаться и докажу свою невиновность. Аллах мой судья, хасбу Аллаху. Знаете, что победа только от Аллаха. Рано или поздно истина восторжествует. Аллаху акбар. Что бы ни было, я буду до конца сражаться. Давайте на Хуране поклянемся. Вот я вот так сказал, да, вот Хуран, моя книга. Я клянусь моим Господом, Господом миров, что я никогда не был в заговорах, не выходил против государства и против народа. Все, что я делал, только делал в первую очередь ради Аллаха, ради своего народа и ради своего государства, шайтана. Никто из них поклясться не может на Коране. Вот мой Коран, вот моя конституция, вот мой закон. Альхамдулилля, Аллах знает, да, истину. И по-любому истина выйдет рано или поздно. Anam, baykanın. Al. А, баранда. Атпа! Ружье мы заберем. Бер нам. Обратите внимание. Акой! Атпандар! Атпа! В глазах, и у него это винчестер, каску и бронежилет заберут пацаны. Слушайте, давайте еще раз это видео посмотрим. Уважаемый суд, это же статное ружье помповое. То, которое... Да, и бронежилет, и этот, вы увидите это ружье, потом Авала будет. Это же не сотрудник. Я обратил внимание, Скаков, обратил. Можно еще раз посмотреть его? Я это видео просто не видел. Уважаемый суд, потом Абл, такой Аблайхан пацан у нас заберет этот винчестер, и это оружие заберет у него. У него потом будет в гостинице Казахстан. Потому что в обвинительном акте вот это ружье фигурирует у нас. Да, фигурирует. Там было поначалу сказано осторожно, потом не стреляйте. Потом у него заберут все полностью, и бронежилеты, и каску, все заберут. Уважаемый суд, вопрос в том, что
Я имею в виду, что которые в гостинице Казахстана находились, вы понимаете, что Калхаман это самая такая острая зона была. Можете вопрос горячая точка. И баррикады это очень опасные вещи. Это полностью дорогу перекрыли, сожгли и никого не выпускали, и не выпускали. И все были с оружием. И этих людей, получается, в оконцовке отпускают и делают моими потерпевшими, понимаете? И это вот один факт. Сейчас, подожди, Армашка. Вот это один факт, и поэтому получается то, что я им показал, глаза открыл, кто баррикадчик. Они находят этих баррикадчиков. Я говорю, вы не хотите найти тех, кто поджег Акимат? Нет, говорит, нам только по баррикадам сейчас надо. Понимаете, уважаемый суд, в чем вопрос? Я говорю, а вы не хотите узнать, кто, говорю, президенту захватывал? Они говорят, не, Арман, нам сейчас указание только по баррикадам работать. Я говорю, почему в одних моментах вы берете мое слово за основу, находите и говорите, да, Арман, правда, ты это баррикадчики, а в другом, оказывается, они мирные граждане. Ну где логика, говорю? Почему вы не расследуете, говорю, то, что полное оружие, машина была, пожарная машина? Опять же молчат. Почему вы не расследуете Додж, говорю, полный вещей? Откуда? Почему вот они вы даже допрос, когда вели, не спросили, откуда у вас эти новые вещи в машине оказались при осмотре? Даже такой вопрос не задавали потерпевшим, понимаете, уважаемый суд? Вы тогда правильно сказали, поверхностный допрос. Не выяснение, просто заточка была на Армана показать. Из-за этого я, видя вот эту всю весь беспредел, я их, честно, уважаемый суд, все знают, что им сказал. Из-за этого я на суд. Бахтияр, ты просто не ври, говори как есть. Нет, я говорю это просто. Не юлить, ты что начинаешь вот юлить, да? Так. Ну, уважаемый суд, вот начинаешь, потом говорить правду. Эмоции вообще это того не стоит. Ну, конечно, уважаемый суд, ты сидишь, давайте. обманывай. Ты же мужчина, в руки носишь, говори правду. Команда сказала, что там наши белая повязка, поедете, заберем машину. Это наши ребята в белых повязках, правильно? Ваши, не знаю, но сказали, забирай машину. Белые повязки свои, это наши. Вот, обращаю ваше внимание, он говорит так, как нет, есть. сейчас вот Кто вас обратно поставил в гостиницу Казахстан? Что там свои, которые сказал? Уже там руководство, там кто был? Кяткин, что ли, полковник Антон? Как? Кяткин, там руководство отправило нас обратно. Сотрудники сказали, можете идти смело туда и забирать обратно машину, правильно? Да. Все. Уважаемый суд, обращаю ваше внимание, что и Низамов подтвердил, вот и Бахтияр подтверждает, что белая повязка это наши ребята сказали. У них заберете пожарную машину. Это вот мое слово, да, я конкретно готов умереть на своем пути. И это мое последнее слово, знаете, как обращение мое. Из-за этого я считаю, что если идет процесс, пусть не мешает процессу, пусть будет справедливый процесс. Почему они в одном боку можно нас грязью обливать, а когда мы говорим обратно, начинается зажимание, адвокатов начинает притеснять, еще что-то делать. Уважаемый суд, честно, к вам претензий нету, суд идет справедливо. Я вижу то, что вы адекватно ко всему смотрите, да, какие-то стыковки, судебный процесс проходит. Ну вы же сами видите, какой беспредел со стороны прокуратуры. Они чуть-чуть забываются, то, что они служат не человеку, они как в ОПГ и банда делаются. Они должны служить народу Казахстана. Власть, государство – это народ Казахстана. Это не отдельные личности, которые в погонах. Также и суд, и прокуратура, и все другие должности должны служить в первую очередь народу Казахстана. Из-за этого, уважаемый суд, многие забываются. Они забывают свою нацию, они забывают свой народ. Но время пройдет, это все выйдет же. Из-за этого, уважаемый суд, прошу от вас волевых, дерзких, достойных решений, да, чтобы суд прошел нормально, достойно. То, что, надеюсь, чтобы до конца суда все выжили, дожили. А раньше приговора нашего, чтобы здесь уже трупы не вышли, да. Все, спасибо. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қазақ елім, қазақ жерім. Бір-бірімізді жамандамай, қара күй жақпай, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Аллахтың қалауымен қаңтар оқиғасында мен шыққан себебім тек қана елім үшін, жерім үшін, халқым үшін шықтым. Тоқтатып бейбіт түрде билікпен келісім жүрсін деп митингте шыққан адамдар бекерден бекерге қандары ақпасын деп ойым тек қана жақсылық болды Аллахтың қалауымен. Адамдар тыңдамады, провокаторлар болды.
басқа нәрсеге арам пиғылған адамдар итемін кетті, соңында немен кетті, қаншама адам қайтыс болды, қаншама қан төгілді. Бүкіл Қазақстанда қазір мені жамандап жатыр. Бейбіт тұрғындарды ұстап алды, үйтті, сөйтті, бүйтті. Аллах білуші, мен ешқашан бейбіт тұрғындар ұстамаған, мен ұстаған адамдар бәрі мародерлар, провокаторлар болды. ДВ-ді, аэропорттарды шабуыл жасағандар болды. Больницаны кім қорғады, мекемелерді мен қорғадым, менен басқа кім қорғады, көбісі қорғады.